Приветствую вас, друзья. С вами я, Михаил Серкелей, и новый выпуск Nocta Life. Друзья, встречали ли вы когда-нибудь патологического лжеца, который врет, как дышит? Не знаю, как вы, но Анатолий Голя встретил такого у себя в передаче на этой неделе. Зовут его Дмитрий Константинов, который является ничем иным, как карикатурой на председателя Народного собрания и вообще карикатурой на политика. Полуторачасовую передачу мне пришлось просматривать полдня с перерывами для того, чтобы не разбить экран компьютера. Главный вопрос, который задаешь после просмотра этой передачи с Константиновым, следующий. Как можно опуститься до такого, чтобы не уважать самого себя и держать всех за идиотов? Ну, с другой стороны, в этом весь Константинов. В этой передаче все, что звучало или исходило из уст Константинова, есть ложь от первого до последнего слова. Я не буду комментировать каждое его слово. Мы обратили внимание и отобрали только самые возмутительные его заявления. В первую очередь обратим внимание на его заявление относительно того, какое отношение он имеет к Шору. Давайте посмотрим. Мы не имеем отношения к Илану Шору. Как не имеете? Депутаты никакого отношения не имеют. А вы? Никакого, и я в том числе. А вы для чего в июне 23 года ездили в Тель-Авив? Кто такой Илан Шор? Ну, тогда Что- давайте что- перейдем к этому. Выиграл человек, потом, который все удивились. И в том числе и мы удивились. Начали думать, что дальше делать. Мы знаем, где принимается, я знаю, где принимается центр решения. Центр находится в Тель-Авиве. С Башканом, вы понимаете, нельзя было думать о будущем. Мы приехали туда со сторонниками, как вы говорите, Влах и Узун. Мы поговорили только об одном, чтобы он в политику не лез. Ничего себе. Мы, говорит Константинов, поговорили только об одном, чтобы он в политику не лез. Во-первых, кто ты такой, Константинов, чтобы обсуждать такие вопросы? Ты простой председатель Народного собрания. И то, ставший депутатом и председателем Народного собрания благодаря очень сомнительным методам. Ну, раз уж стал председателем Народного собрания, то веди себя соответствующе. Что значит, мы с ним поговорили, чтобы он не лез в политику? С ним это с кем? С вором, осужденным на 15 лет лишения свободы, ограбившим банковскую систему Республики Молдова? Единственный, кто может и должен говорить с Илоном Шором, это прокуратура Республики Молдова. И с Шором нужно говорить не в Тель-Авиве, и не в Москве, а в следственном изоляторе в Кишиневе. Председатель Народного собрания Грузии не тот человек, который должен и может говорить с Шором, и тем более обсуждать с ним что-либо. Кого Константинов держит за идиотов? Ну и давайте вспомним, что транслировал сам Константинов тогда после встречи с Шором в Тель-Авиве. Первым, кто раструбил о встрече Константинова, Михаила Влахи и Илью Узуна с Илоном Шором, был сам Константинов. На сайте Народного собрания Грузии появилась фотография с той встречи и новость о том, что они о чем-то там договорились. Давайте внимательно прочитаем, что было написано в сообщении Народного собрания с той встречи. Перечислю некоторые пункты. В течение 30 дней сформировать совместно исполнительный комитет Гагаузии, куда войдут профессионалы-патриоты Гагаузии. Сумма инвестиций на 2023 год составит 500 миллионов леев. В сообщении на сайте Народного собрания также говорилось о том, что сторона, в данном случае Константинов и его соратники, должны найти участок под строительство аэропорта и Гагаузия Ленд. Это так Константинов уговаривал Шора не лезть в политику, обсуждая с ним совместно формирование исполнительного комитета. Что это, если не политика? Следует отметить, что согласно уложению Гагаузии и закону об особом правовом статусе Гагаузии Республики Молдова, председатель Народного собрания не участвует в формировании исполкома. В данном конкретном случае Константинов просто узурпировал власть, не говоря о том, что обсуждал с беглым преступником вопрос формирования исполкома. Тут куда ни глянь уголовное дело за узурпацию власти и за сотрудничество с организованной преступной группой. А сегодня Константинов пытается нас убедить, что ничего плохого там не было. Дальше Константинов продолжает открещиваться от Илона Шора и отрицает, что он каким-либо образом был причастен к протестам против визита НЦБК в Камрат в рамках расследования коррупции на выборах Башкана Гагаузии от 2023 года. Давайте посмотрим.
Очень хорошо рассказываете. Да, Но да. вы сейчас хотите отречься от Шора и говорить, что вообще я его вообще не знаю. Я не Но мы хочу все знаем, что отречься. что это не так. Вы протестовали у ЦИКа и поддерживали Гуцуль. И вы все знали. Вы знали вообще госпожа Гуцуль до того, как она баллотироваться? А где вы меня около ЦИКа видели? Ну, не обязательно вы, ну, ваша так, команда. Так вы меня туда... Хорошо. Так вы меня туда. Константинов нагло врет. Да, его не было у Центральной избирательной комиссии, но он был у суда Камрад, участвуя в так называемом протесте, который препятствовал работе Центра по борьбе с коррупцией. А в тот день Центр по борьбе с коррупцией проводил обыски и в Центральной избирательной комиссии Гагаузии, и в суде Камрад. Еще раз обращу внимание, что это были обыски в рамках уголовного дела по подкупу избирателей на выборах Башкана 2023 года. И для того, чтобы препятствовать работе НЦБК, ОПГ Шора, у которого уже были договорники с Константиновым на тот момент, организовал стихийный, очевидно проплаченный протест и перед ЦИК Гагаузии, и перед судом Камрад, а затем и перед зданием исполнительного комитета и Народного собрания Гагаузии. Это был один и тот же протест, просто его участники переместились от Центральной избирательной комиссии к суду Камрад, а потом от суда Камрад к зданию Народного собрания Гагаузии. Да, у здания Центральной избирательной комиссии Гагаузии Константинова не было, но он был у здания суда Камрад и у здания исполкома Гагаузии. Иными словами, защищал интересы Шора и купленные Шором выборы и препятствовал деятельности правоохранительных органов Республики Молдова. И это тянет на еще одно уголовное дело, с моей точки зрения. Более того, Константинов, как председатель Народного собрания, организовал экстренное, с моей точки зрения, незаконное заседание Народного собрания, тогда 16 мая 2023 года, где депутаты угрожали Кишиневу, что они сами признают выборы, если суд откажется признавать победу Гуцул, и угрожали организацией съезда депутатов всех уровней. А так называемые съезды депутатов всех уровней в Гагаузии всегда имеют сепаратистский душок. В тот же день Константинов заявил, что Народное собрание изменит закон, чтобы выборы в Гагаузии утверждал не суд, а Народное собрание. То есть Константинов предложил узаконить узурпацию власти в вопросах утверждения результатов выборов. Идем дальше. Дальше Константинов стал оправдывать свою поездку в Тель-Авив тем, что якобы еще не было окончательного решения суда в отношении Шора. Давайте посмотрим. Константинов, я со Штефаном не согласен. Он говорит, что я понимаю, что вы полетели в Тель-Авив. Ну, я могу понять. Могу понять. А я не могу понять. Вы знаете, что Илан Шор осужден окончательным решением суда на 15 лет тюрьмы? Нет, на тот момент не окончательным, на тот момент. Нет, не окончательным. Как Высшее судебное буквально в прошлом году. Не в прошлом году, в 23-м году. 23? Хорошо, я сейчас проверю. Да, проверь. Хорошо, не окончательный, но осужден на 15 лет. Вы едете к нему. Да. Потому что решение там принимается. Был избран Башкан. Хорошая, плохая, подкупом, взятками. Как она была избрана. Но она Башкан. Вы приходите к ней и говорите: Евгения, давайте работать, вы Башкан. Пусть она консультируется со своими. Она принимала решение? Ну, я не знаю, принимала или Как нет. думаете? Тут есть несколько моментов. Что значит не было окончательного решения? А почему Константинов не рассматривает эту ситуацию с другой стороны? Если не было окончательного решения, так и нечего было торопиться встречаться с Шором. На тот момент уже было вынесено решение и первой инстанции, и апелляционного суда, осуждающего Илана Шора. Был также отчет Кролл, где четко показано, что Шор – организатор и один из бенефициаров кражи миллиарда. Неужели Константинов не видит в этом проблемы? Что за формалистика и крючкотворство? Не было окончательного решения суда. Так может, сначала нужно было дождаться окончательного решения суда, прежде чем лететь к Илану Шору? И зачем вообще Константинову туда надо было летать? Какое отношение Шор имеет к Гагаузии? Шор – лидер ОПГ. У Шора не может быть партнеров. У Шора могут быть только поддельники. И этой своей поездкой Константинов просто стал поддельником Илана Шора по преступлениям, которые Шор совершил в Гагаузии и узурпировал власть в Гагаузии.
И давайте обратим внимание на вторую часть заявления, которая созвучна с тем, что Константинов говорил раньше в этой передаче. Мы показали это в первом отрывке, где он говорит, что мы понимаем, где центр принятия решений, имея в виду, что Евгения Гуцул не принимала решения, а решение принимал Шор, поэтому они поехали навстречу с ним. Что значит центр принятия решений? Каких решений? Константинов и его мелкая ОПГ поехали навстречу с лидером ОПГ побольше сразу после выборов, когда еще результаты не были утверждены ни ЦИКом, ни судебной инстанцией. На тот момент действовал другой Башкан и другой исполнительный комитет. В момент, когда Константинов встречался с Шором, Евгения Гуцул никаких решений по Гагаузии принимать не могла, тем более Илон Шор. И если Константинов считал, что Гуцул не принимает и не будет принимать никаких решений, а вместо нее Гагаузией будет править беглый преступник, то он, как председатель Народного собрания, должен был сделать все, чтобы этого не допустить. Но когда вообще Константинов думал о законе, о праве и о благе Гагаузии, единственное, о чем всегда думает Константинов, это о своей заднице, чтобы она была в тепле и в уюте. И единственная причина, по которой он поехал в Тель-Авив встречаться с Илоном Шором, это чтобы продаться Шору подороже и сделать это первым, пока его не опередили другие. А дальше начинается полная фантасмагория. Давайте посмотрим. Что касается Москвы, я отдыхал у дочки. Ну, вы знаете, вы нас рассмешили. Вот, ну, рассмешили, Вы я нас говорю, рассмешили. а у вас другие аргументы, вы дадите другие хорошо, аргументы. всё, давай. Я отдыхал у дочки, мне позвонил Башкан, сказал, у нас съезд идет. Я пригласила меня, я пришел на съезд. Если меня пригласит любая партия, я пойду. Я на должности. ПАС, любая команда, любая партия. Я пойду и выступлю. Свое мнение скажу. И что тут? Что тут, скажи? А ты докажи, что я был не у дочки, понимаете? Ну, это же вообще уму непостижимо. Тут у меня всего лишь навсего один комментарий. Что значит по должности я должен участвовать везде? Это неофициальное мероприятие, организованное властями Гагаузии или властями Республики Молдова. Должность председателя Народного собрания не обязывает и не предусматривает участие в партийных съездах. Тем более в партийных съездах, организованных в стране-агрессоре беглым преступником и лидером ОПГ. Константинов, как председатель Народного собрания, не имел права участвовать в этом мероприятии. И в качестве председателя Народного собрания он не имеет права участвовать в любом другом съезде какой-либо партии. Он может участвовать в съезде той или иной политической партии, если является ее членом, но не в качестве председателя Народного собрания. Тем более, еще раз повторюсь, в съезде ОПГ. Но давайте продолжим. Дальше Константинова спросили, встречался ли он с Шором в Москве. И давайте посмотрим на его ответ. Говорите, что вы отдыхали у дочки в Москве, и вас пригласили на съезд. и Позвоните вы дочке. пошли. Я там не один раз бываю. Вы пошли просто Дочка так. живет в Москве. Просто так на съезде. То есть, Семья там. То есть вы становитесь в этом случае соучастником вот этой преступной группировки Шора. То, что был на заседании, Так или нет? Конечно. заседании партии, Конечно. Партия. никакую партию нельзя У ходить. вас не возникал вопрос, почему эта партия, этот блок «Победа» создается за границами Республики Молдова, чтобы участвовать в политической жизни в Республике Ну, Молдова? есть вопрос. Вы как ну, опытный есть вопрос, политик, да, вы есть вопрос. не задавались таким вопросом? Я не связывался с ним вообще. Как не связано? Вы сколько раз встречались? Один раз только там, и все. в Тель-Авиве? Больше никогда. А в Москве даже не здоровались? Не вообще даже Участвовали в съезде и не здоровались? с вообще и Иваном рядом Ивановичем? не был. Как рядом не были? Вы сидели в одном ряду, по-моему, в первом ряду. Не, даже на сцене вы вместе были, есть фотографии. Не рядом. Я не Не рядом. Там 10 человек был на сцене. За одним столом. Вот сегодня вы можете сказать, что рядом, человек, рядом когда со вышли на Штефаном вы не сцену, меня сидели. башка взяла, идем туда. Я даже не знал, что там делать. Ну хорошо. Слушайте, и смех, и грех. Вы слышали? Вообще, говорит, даже не здоровался и рядом не был. Друзья, а теперь давайте посмотрим вот на эту вот фотографию, где Константинов с Шором сидят рядом, и их разделяет всего лишь навсего Гуцул. Более того, есть видеозапись того сходника в Москве, где видно, как Илон Шор с Константиновым не только общаются, но и пляшут вместе. А как вам заявление «Меня Башкан взяла на сцену, и я даже не знал, что там будет происходить»? По мне, так Константинов не похож на человека, который страдает амнезией.
И вряд ли он забыл, что на сцену потянуло его не Башкан, а пригласил ведущий мероприятия. И Константинов полез на сцену в припрыжку и нес со сцены какой-то бред в течение 17 минут про румынских жандармов, про нелегитимные границы Молдовы с Румынией, про ужасную Унирию и про то, что Майя Санду тянет нас в Румынию. Ну, а также, конечно, как без про прекрасный Советский Союз и дружбу с Россией. Что-то не похоже на то, чтобы Константинов не помнил и не понимал, что он там происходил. Все он прекрасно понимал, просто держит нас всех за идиотов. Ну а теперь давайте перейдем к самому смешному, с моей точки зрения, моменту, где Константинов говорит о том, что деньги, которые гагаузы получили от ПСБ, в смысле гагауза здесь, в Гагаузии, да, это не деньги России, а благотворительность от крепких гагаузских парней. Давайте посмотрим. Это Шора не было там. Как не было? Я же вам говорю, Башкана не было еще. А кто вас приглашал? Я- Кто вас приглашал в Москву на переговоры? Я же я же вам говорю, с Гайдаржи, Гайдаржи. с генералом. Я поехал. Господин Мы Константинов встречались говорит с еще в 21 году. С Матвеенко, да, с Матвеенко встречался. Еще не было этого это до войны Башкана, еще да. было. До войны. Потом, когда уже с Башкан это стало, мы поехали туда, на стадионе «Динамо» собрали. Там есть очень много наших гагаузов. И спартакиада проходит по футболу, понимаете? И есть 16 сел, Тамай, Кангас, занимаются там по футболу. Мы собрали их, сторонников, они собрались, крепкие ребята, человек 300 было, наверное, больше. Они приняли решение собрать деньги, помочь нашей Гагаузии. И ПСБ банк, он, как и все банки, услуги делал. Он не мог не делать. Любой банк, вы открыли там гуманитарный счет, принесли, внесли, банк выполняет свои задачи. И все, больше ничего. Почему-то все на банк лезут. Ой, что за бред, Константинов? Какие 16 сел? Какая спартакиада? Покажи мне этих гагаузских парней в Москве, которые могут и готовы в складчину собрать десятки миллионов долларов, чтобы 40 тысяч жителей Гагаузии ежемесячно получали выплаты от ПСБ. Выплаты от ПСБ поступали в течение 18 месяцев с апреля 2024 года по сентябрь 2025 года. Евгения Гуцул когда-то сказала, что в Промсвязьбанке открыты счета для 40 тысяч жителей Гагаузии. Давайте решим простую задачу на умножение. 40 тысяч умножим на 18 месяцев и умножим на 100 долларов. 100 долларов это те самые 10 тысяч рублей. Мы выходим на сумму в 72 миллиона долларов. Еще раз задам вопрос. Покажите мне гагаузов в Москве, которые готовы собрать такие деньги и просто так перечислить их в виде благотворительности. И почему Константинов благодарит Россию за помощь на встречах с руководством ПСБ, а не крепких гагаузских парней, если это они скинулись? Понятно почему, потому что это никакие не деньги гагаузских крепких парней, это деньги Кремля, которые через банк Министерства обороны, а по сути Министерства войны Российской Федерации, шли на гибридные операции по подрыву нашей независимости, суверенитета и демократии в Республике Молдова. И мне кажется, это тянет на еще одно уголовное дело. И последний отрывок, на который хотелось бы обратить внимание, чтобы у наших зрителей было больше понимания, кто такой Константинов, это отрывок, где он говорит об уголовном деле против него. Давайте посмотрим. Мне, кстати, еще, я же вам говорил, еще когда мы утверждали исполком, меня тогда вызвал СИП и сказал, если вы утвердите исполком, вы получите уголовное дело. А при чем? Оказывается, мошенническим способом он должен знать, если он СДК, я свой спиртзавод Знаю. мошенническим образом. Он тоже знает, чей... О банкроте. Да, о банкроте. Он тоже знает, чей спиртзавод. Все знают Гагаузии. Только вы не знаете Чернев. Он тоже знает. Чернев тоже знает. Я не знаю. Я знаю только что читал, что вы со счета с винзавода перечислили деньги на фирму своего сына. Это потому, что ваш друг, жена вашего друга не хотела дать вам обратно, да? Ну, Потому там что я не хочу, это грязно. Ирина Влах это сестра. уговорила ее, сестра, да. что вы не дать Там вам... все родственники. Я вот эти родственники. Я не хочу, там судебная инстанция разберется. Я вам уверяю вас. Не в этой, другой разберется.
не... Это же не мешок картошки. Это спиртзавод. Так, а прокуроры требуют 12 лет лишения свободы. Да. Да. Я же говорю, это не мешок А картошки. это не аргумент? Разберутся. Разберутся и... Да. Какое решение суда вы ожидаете? Я не знаю, это суд будет принимать решение. То есть вы не исключаете, Да. что... Я просто могу одно сказать, что до моего руководства там уже было 21 миллион убытков. До меня. То есть были убытки, а вы что перечисляли, если там были убытки? Ну, это вам долго нужно рассказывать это. А вы просто не расскажите. разбираетесь. Давайте мы расскажите. пойдем к другим темам. Это неинтересный вопрос. Я так понимаю, что... Это вопрос неинтересный абсолютно. Это очень интересный вопрос. Как председатель Народного собрания Гагаузии, уважаемый человек, 46 миллионов леев перечисляет со счета и говорит, что предприятие было в убытках, но 46 Для того, миллионов... чтобы вы узнали о заводе, придите в Гагаузию, по садикам, по школам вам скажут все. Не надо даже в прокуратуру ходить. Причем здесь садики и школы до спиртзавода, не могу понять. Ну, давайте по порядку. Здесь несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, Константинов хочет убедить нас в том, что уголовное дело, возбужденное против него, связано не с экономическими преступлениями, которые он, очевидно, совершил, а являются инструментом политического давления против него. Константинов говорит, спросите у камрадчан про спиртзавод. Там все знают, кому он принадлежит. Так вот, мы спросили у камрадчан, и они тоже в курсе того, что это никакое не политическое давление, а чистая уголовщина со стороны Константинова. Константинов в начале этого отрывка говорит, что это якобы его спиртзавод. А потом говорит, что там был 21 миллион долгов еще до того, как он туда пришел. Так у меня вопрос. Это его предприятие или он туда пришел? О чем вообще идет речь? Речь идет о спиртзаводе в городе Камрад, который Константинов считает своим. И я не утверждаю, что это не его спиртзавод или не принадлежит ему. Я просто задаюсь вопросом. Почему, если спиртзавод принадлежит Константинову, он формально по документам не принадлежал Константину, а он там обычный администратор? И нет ли здесь какой-то мутной схемы по уходу от уплаты налогов? И другой вопрос. Почему Константинов, если это его предприятие, банкротит его и переводит 46 миллионов леев со счетов этого предприятия на предприятие своего сына? И в данном случае вообще не имеет значения, его это завод или не его. Речь идет о мутной схеме, которую использовал Константинов, чтобы обмануть государство. Речь идет о событиях, которые имели место с 2017 по 2020 годы. Задолго до того, как Гуцул и ее исполком вообще появились на горизонте. Что же касается совета Константинова пройтись по Камраду и спросить людей о чем-то там, я вам скажу так. Не зря Константинов баллотировался по округу села Ферапонтьевка, где ему нужно было купить всего 280 голосов, чтобы стать депутатом Народного собрания. Потому что в других местах за него вряд ли проголосовали бы даже за деньги. Наверное, потому что есть много вопросов относительно того, как он заработал свое состояние, в том числе и тот самый спиртзавод. Из этой передачи с Голей я не вижу особого сожаления Константинова и готовности признать свои ошибки. Константинов прибегает к самому излюбленному мошенническому способу – отрицать очевидное и прикидываться шлангом. За короткое время с 2023 года по 2025 год Константинов своими действиями, став подельником Илона Шора по захвату и узурпации власти в Гагаузии, очевидно, заслужил несколько уголовных дел. Без действий Константинова Шор не укрепился бы в Гагаузии, не смог бы получить ту власть, которую Шор имел в Гагаузии, и Шор не смог бы использовать Гагаузию против Республики Молдова в интересах России. И это не первый случай, когда Константинов работает против Республики Молдова и использует гагаузскую автономию против суверенитета, независимости и подрывает европейский путь нашей страны и работает таким образом в интересах России. Давайте не забывать про 2014 год и те самые пресловутые гагаузские референдумы, которые не состоялись бы без голосов группы Константинова, состоящей на тот момент из 3 человек, включая самого Константинова, который откололся от большинства ДПМ в Народном собрании и поддержал идею проведения антиконституционного и преступного референдума в Гагаузии.
И я не вижу сожаления в словах Константинова. Очевидно, если у него будет возможность сделать это еще раз, он это сделает, не задумываясь, потому что все действия Константинова против Республики Молдова до сих пор оставались и по-прежнему остаются безнаказанными. И если он не понесет наказание в этот раз, то он продолжит свою преступную и деструктивную деятельность против Республики Молдова. Я ни в коем случае не хочу нарушать там презумпцию невиновности Константинова, но по моему оценочному суждению его место в тюрьме за многочисленные преступления против Республики Молдова, не говоря об экономических преступлениях. Меня даже не интересует причина, по которой Константинов пытается откреститься от Шора, прикидываясь шлангом. Очевидно, он это делает для того, чтобы спасти свою задницу. Меня интересует вопрос, что будет дальше и как долго правоохранительные органы Республики Молдова будут закрывать глаза на преступления Константинова ради какой-то мифической стабильности или спокойствия в Гагаузии. Спокойствия в Гагаузии не будет до тех пор, пока Константинов и такие как он находятся у власти и могут претендовать на власть. И если мы хотим спокойствия в Гагаузии, то Константинов и такие как он должны понести наказание и лишиться возможности получать доступ к власти в Гагаузии.